Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Life. Сегодня для любителей однопозиционных раскладов мы с вами погадаем на замечательную тему. Что человек хочет вам сказать, но молчит. Раскрываем его тайны. И гадать я буду на Таро исцеляющего света. Такая вот красивая колода, очень мне нравится. Итак, как вы понимаете, конечно же, этот расклад может подойти не каждому, но все-таки полезно послушать, когда ты ждешь от человека какой-то информации, когда ты хочешь с ним мысленно поговорить, то можно поговорить с ним через карты Таро. Когда вы хотите, чтобы его душа поговорила с вашей душой, его высшее Я поговорило с вашим высшим Я, чтобы он вышел на связь энергетически. И мне кажется, что лучше уж обратиться к картам, чем сидеть в полном неведении. Давайте посмотрим напутствие высших сил на расклад. Снимаем 3 раза. Здесь мы видим 7 пентаклей. Человек работает, и уже солнце к закату, а он все работает. Одет этот человек бедно, сгорбатился весь. И тяжелая жизнь. Конечно, карта показывает тяжелую жизнь. И сразу же понятно, что высшие силы дают напутствие. Да? Учти, что ты разговариваешь с человеком, у которого тяжелая жизнь. Так, давайте смотреть дальше. В каком аркане сейчас находитесь вы? Вы сейчас в той же самой карте 7 пентаклей. Конечно, эта карта показывает, что, может быть, про вас шла речь, да, у вас тяжелая жизнь, но, может быть, у вас обоих, то есть у вас обстоятельства, у этого человека обстоятельства. Каждый из вас нагружен в жизни какими-то там проблемами, работой, долгами там, или, может быть, проблемами с детьми, с семьей, с родителями, понимаете? То есть что-то вот здесь такое есть, что эта карта 2 раза аж выпала. Это уже, конечно, знак для вас, что вы в этой карте, да, что вы ждете своего урожая. Мол, сколько я буду вкладывать сил, энергии, что в эти отношения, что вообще в свою жизнь, да, и когда же я получу этот результат, когда у меня будут уже какие-то проблески, когда солнце на горизонте не зайдет, а взойдет обратно, да, то есть вы прям чувствуете, что вы устали, а он 5 мечей, вот посмотрите, это вообще пирова победа, это горькая победа, то есть когда ты можешь, допустим, человек наорать может на своих близких, да, там человек может там, хотя внутри он любит, да, хорошо относится к близким, или к вам, допустим, хорошо относится, но он решил победить во что бы то ни стало, наорать, там, накричать, там, да, или сделать какой-то порывистый, такой не очень хороший поступок, и потом вот стоять вот так вот, да, вот близкие там или любимый человек сгорбились, там, да, плачут, а он стоит вот так вот, размахивает своими мечами, радостный, что он победил. Но потом, почему пирова победа, да, потому что она ему горькая, потом ему неприятно уже встает от самого себя, да, от самого себя. Поэтому этот человек, да, он может какие-то очень большие ошибки совершать в вашу сторону, потому что его подсознание, его энергетика, его душа сразу выдали вот эту карту, а ваша карта устала. Вот устала и все тут. Видите, какие карты падают, видите? То есть вы понимаете, что он как будто как нападающий, этот человек, что он как-то импульсивно в вашу сторону поступил, это совершенно нехорошо. Что он это сделал сгоряча, вы это знаете, что он всех как будто видит насквозь, может о каком-то осуждении какие-то выносить, да. И он что-то сделал сгоряча, или куда-то ему надо было нести, что-то еще в своей жизни срочно делать. А у него вообще 13-й аркан, видите, около него стоит с косой. Это говорит о том, что у него какой-то в жизни заканчивается этап, и с кем-то он сейчас прощается. У вас 7 кубков, у него мир.
Но вы знаете, так карты-то говорят, что вы о нем мечтаете, как будто как думаете постоянно, но не знаете чего-то о нем. То есть почему вы вообще вот и пришли? О, выпала карта, ничего себе. Почему вы и пришли-то на мой расклад, да? Что вы о нем не знаете, вот как будто всего не знаете. И вы только можете тешить себя как иллюзиями, что мысли, 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 а я не знаю четкой правды. Вот он, видите, король Пентаклей. Тут еще вмешиваться либо мужчина, либо это он так обозначился, что ему нужно еще, чтобы в жизни имущество, деньги, чтобы было, чтобы заработать много. А если кто вмешивается, так это с вашей, наверное, стороны тогда кто-то есть еще, кто вас заинтересованный. А мир с его стороны говорит, что он как по миру идет, вот что куда-то идет, вот он едет куда-то, или как приходится ему, может, где-то на расстоянии бывать. И у него действительно как этап один в жизни заканчивается, начинается другой, он прощается вот с чем-то, как с кем-то, не знаю, прощается. Кто-то из его жизни уходит, что-то уходит. Так, ну читаем его подсознание, читаем по поводу вас, его подсознание. Видите, шестерка прям жезлов. Суд. Вот я же говорю, он как вас побеждает ровно, что побеждает, а себя чувствует в четверке пентаклей и в пятерке жезлов. Видите как? Он вот вас подсознательно пытается прям-таки преодолеть, победить, и победить ту карму тяжелую, которая вас связывает друг с другом. А вас связывает очень тяжелая карма. Очень тяжелая. А вы знаете, что вот он вас отпустить не может. Он в вас вцепился, он вас отпустить не может. Он, с одной стороны, хочет вас как-то преодолеть, с другой стороны, не может выбросить совсем окончательно из головы. Он вцепился. И он как дерется с вами вот внутри, как борется с вами. Его душа бунтует и борется с вами. Как будто вот он все время сражается. Потому что он боится своих собственных чувств, боится. И видите, на самом деле просыпается внутри и нежность, и романтика, и восхищение, и страсть, и любовь, и все. И влюбленность, вот эта окрыленность какая-то, все это просыпается в нем. Он прям отпинывает. И он знает, что вы как будто глубоко одинокий человек, даже если около вас есть какой-то король. И он тихонечко за вами смотрит и видит, что вы чувствуете себя одиночкой. Он это все видит. Он это ощущает, что вы без него как будто чувствуете себя одиночкой, а с ним вы чувствуете агрессию его. Как будто бы с ним идет противоборство постоянное. Вы это чувствуете с ним, агрессию вот эту его. А он знает, что у него иногда просыпается и нежность, и вот влечение. Но он прям пинается, понимаете? Хотя и отпустить не готов подсознательно отпустить. Совершенно не готов. Он вам что-то будет дарить или что-то хорошее говорить уже очень скоро. Очень скоро. Для вас будет совершенно неожиданно. И я здесь вижу, что он внезапно придет к вам вот как с такой гордостью, с таким вот, что я то ли богатый, то ли добился чего в жизни. И я такой весь молодец, я много чего могу, много чего делаю в жизни. Вот такое будет вам прям рассказывать, какой он сильный, какой он мощный. Вот. И как что-то или дарить, или признаваться, или говорить. И видите, у него в душе-то, у него сумбур в душе по поводу вас, да. Плюс у него жизненные какие-то трагедии. Но он знает, даже вот я говорю, если около вас он видит кого-то, он знает, что вы как одиночка. Как одиночка вы. Тяжело идет. Ой, тяжело у вас тут судьба такая с ним тяжелая вообще. Он, с одной стороны, он знает, что ему как будто придется вас кому-то отдать. Вот так он знает. Есть кто-то, кто возьмет, а ему придется отдать. И причем он знает как, что он отдаст, а вы всю жизнь будете чувствовать, что вы одинокий человек. И как будто с этим противостоять он не может, хотя испытывать чувства. Он поэтому так, понимаете, он бывает агрессивный, как будто или какой-то как стена, вот как колючка. А все потому, что он знает, что
Ну, хотел бы он быть с вами, но не может. От чего-то не может совсем. Что-то очень сильно препятствует, что-то очень сильно мешает. Мужчина мешает. Я не знаю, что за мужчина так мешает, но мешает, а еще деньги мешают. Причем он перед вами так будет кичиться, как вот он богатый, денежный человек, что у него и семья может хорошая быть, и все, как ну, уезжаю куда-то уезжаю, и выразит чувства, выразит, понимаете? А потом все сломает, скажет, я тебя отдаю. Отдаю, иди в брак, в отношения, иди в другие, выходи замуж. Вот. Вам будет, скорее всего, как? Ну, ясно, что он так. Почему он так? Но, видимо, вот есть еще кто-то, или будет с вашей стороны кто-то, кого нельзя бы подвести вот в этом во всем. Он как уважительно к нему отнесется. Этот человек, вот, которого вы загадали, он уважительно отнесется к тому, кто еще около вас, как бы. Или, ну, для него будет ну, никак не преодолеть, что я у тебя у кого-то заберу. Мол, я уважаю, что, ну, как, чтобы люди были счастливы, в хороших отношениях, а я не умею давать то, что ты хочешь, я не умею быть таким. Он как-то себя так недолюбливает, сам с собой все время в состоянии борьбы, и вот с вами тоже. Может, вы слишком похожи, вот он это чувствует. Но здесь явно и шансы бы есть остаться, да. И вот давайте посмотрим, вот если вы себя поведете правильно, останется вот он или нет? Останется он или нет? Если вы... Как себя повести, да? Как себя надо вести? А ему надо показать свою боль. Не показывать, вот, что вы просто такая веселая, да, а показать свою боль. Мол, ты сильная, я могу на тебя опереться, а сейчас я в слабости нахожусь. То есть, мол, ты для меня как спаситель можешь быть, как тот, кто мне может в жизни очень помочь, если будет рядом. Вам вот так себя надо вести. И вот если вот так себя поведете, останетесь ли вы вместе все же? Да, вы знаете, у вас есть все шансы. Вы себя как-то вели с ним до этого или собирались вести себя по-другому, как гордая птичка, да? Я все и без тебя могу. Ой, да много желающих. Он видит, что вы одиноки, а вы, ой, да и у меня еще есть. Понимаете, что-то такое. А надо перед ним сказать, да не могу я без тебя. Да ты и есть мой спаситель, и ты тот, кто рядом нужен, тот, кто может быть опорой, поддержкой для меня, для семьи, там, для моей, да, допустим, и для нашей будущей. Мне без тебя трудно, грустно, я в депрессию впаду. Не могу без тебя жить. Или там не могу без тебя находиться долго. То есть вам надо как-то так сказать и показать. Тогда он будет более лояльный и останется. А он так все время анализирует и думает, что делает вас несчастной. А сам он ни для чего не приспособлен и ни для чего не создан. И поэтому хотел прям взять, покинуть, вот сбежать, уйти, я не знаю, хотя перед этим сказать о чувствах. Если вы в этот момент поведете себя правильно, он останется. Ну или заберет вас с собой. Но у вас есть шансы быть вместе? Есть. Вполне. Просто нужно повести себя вот прям как-то по-другому, чем вы привыкли. Вот. Ну, я знаю, что да, может, не всем подойдет, может, часть вам расклада подойдет, но все равно это какой-то анализ, который вы могли бы услышать, ну, если бы слышали его душу, да, от него могли бы услышать то, что вот его как излучает, да, его энергетика, его душа. И мы вот это считали картами. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!